Итак, дорогие друзья, начинаем подведение итогов третьего республиканского конкурса, семейного конкурса «Музыкальная семья ВИА» и ансамбли инструменталистов. Значит, третья республика, уже у нас в республике идет третий год данный конкурс. В конкурсе приняли участие всего, несмотря на пандемию, 27 семей, и в которых около 90 человек, 89 человек. Так, и конкурсные задания из года в год усложняются. В этом году семейный ансамбль инструменталистов, что соответствует целям и задачам республиканского конкурса «Музыка для всех». Критерии оценки: музыкальность, интонирование, качество съемки, эстетика выступления, соответствие требованиям конкурса. Но в связи, конечно, видеоконкурс многие не умеют снимать и так далее. Попросили некоторые по одной вещи снимать, естественно, за это снижается оценка и так далее. Да, те, кто представили сразу два произведения, мы когда сегодня подключим только одно из произведений в связи с тем, что времени нету, да. И, значит, вот хочется начать конкурс, третий республиканский конкурс подведения итогов с игры, то есть с поздравления победителей первого республиканского конкурса, когда мы собрались с участием Михаила Ефимовича Николаева во Дворце спорта 50 лет Победы, и принимали участие около более 40 семей, и вот победители поздравят вас, участников третьего республиканского конкурса «Музыкальная семья». Пожалуйста. Уважаемые участники второго республиканского конкурса «Музыкальная семья», вас поздравляют лауреаты первой премии первого республиканского конкурса «Музыкальная семья», семья Погадаевых. Раджана и Михаил Погадаевы.
большое, спасибо. Я смотрела видео, где им мешают двое детей. У них, когда они первый раз выступали, была девочка. Помните, да, Зинаида Григорьевна? Девочка была, и они заняли. И сейчас вот такое хорошее видео они подготовили с детьми, но почему-то не захотели. Поэтому знайте, что в этой семье прибавление есть, так что у них уже двое детей. Спасибо большое за поздравления. Дорогие друзья, сейчас слово предоставляется для приветствия референту первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, Николаю Андреевичу Барамыгину. Пожалуйста. Доброе утро, дорогие участники и победители третьего республиканского конкурса «Музыкальная семья» ВИА и ансамбль инструменталистов. От всего сердца поздравляю вас с участием и с убедительной победой. Как вы знаете, сейчас в мире идет четвертая промышленная революция, идет полное переосмысление смысла человеческого существования, бытия, и роли человечества. И в этой очень сложной ситуации дегуманизации общества, отрыва человека от общества, атомизации, должна быть какая-то связующая нить, которая могла бы объединить людей вне зависимости от национальности, от культуры, от их индивидуальных предпочтений, которая дала бы импульс творческому развитию детей, чтобы приучить их к организованности, к порядку и к тому, чтобы путем упорных тренировок достигать практических результатов. И учеными доказано, что именно занятие музыкой является одним из условий воспитания успешного человека. Опыт развитых народов. Возьмем даже один из наиболее развитых народов в мире, это еврейский народ. То, что он смог сохраниться в условиях россияне, смог сохранить свою культуру и смог развиться в интеллектуальном плане, основа лежит в занятии музыкой. И, как вы знаете, в следующем году планируется 4-й международный конгресс «Музыка для всех» как феномен музыкального образования России, посвященный к столетию Республики Саха-Якутия. Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, создал это движение «Музыка для всех» для того, чтобы интеллектуальный импульс, который был задан республике в начале 90-х, он получил продолжение и в новом 21 веке. И еще раз благодарю вас за участие, желаю вам дальнейших успехов и надеюсь, что и в дальнейшем ваши дети порадуют вас своими успехами. И желаю вам удачи, благополучия, процветания. И самое главное, в наше коронавирусное время всем крепкого здоровья. Спасибо за внимание. Спасибо, Николай Андреевич. Действительно, сейчас такое сложное время, несмотря на это, мы проводим эти конкурсы, и люди принимают участие. Конкурс «Музыкальная семья» – это один из важных направлений проекта «Музыка для всех», потому что все начинается в нашей семье. И такие понятия, как честь, совесть, милосердие, и сотрудничество, любовь в семье, все поддерживается музыкой. Спасибо вам большое. Так, сейчас, дорогие друзья, у нас вообще этот проект мог бы не состояться, да, но благодаря поддержке наших друзей этот проект продвигается дальше. Сейчас слово предоставляется жюри конкурса
да, вот поменяли сейчас, наши вот без поддержки регионов России мы, может быть, не так были бы уверены. Недавно мне написала письмо искусствовед, заместитель главного редактора книжного издательства ЖЗЛ Залецкая Мария Кирилловна, и она сказала, что якутский опыт музыкального образования – это рецепт спасения мировой культуры. Но, возможно, это сказано громко, но это не мы сами говорим. Поэтому слово предоставляется нашему давнишнему другу, профессору Новосибирской консерватории имени Глинка Людмилы Павловны Робстовой. Пожалуйста, Людмила Павловна, несколько слов. Доброе утро, коллеги, доброе утро, друзья, доброе утро, инициаторы этого замечательного проекта во главе, конечно, с вашим первым президентом Якутии Николаевым. Вы знаете, я стала как бы участвовать в создании и отслеживать все детали, грани развития и реализации этого проекта еще с 2013 года. Я первый раз приехала в Якутию, и мы вот как бы создавали в коллегиальной форме при участии различных министерств, различных специалистов страны, и было много приглашенных зарубежных гостей. Вот в обсуждении вот этого грандиозного проекта. И, конечно, было опасение, что он может не состояться или пойти не по тем направлениям, или, как-то не так идти. Но мне кажется, что энтузиазм якутских педагогов и вообще всей Якутии, потому что педагог должен или исследователь должен найти поддержку среди тех, кому этот проект предназначен, то есть среди учеников, среди населения, среди руководства. И мне кажется, что республика стала вот таким единым фронтом выступать, и эта музыка, проект «Музыка для всех» во многом и объединил чувства и настроения всех людей республики. Но это как бы внутренняя сторона, а внешняя сторона, по-моему, вся Россия и даже зарубежье смотрит, и как вы участвуете в его реализации, и вы заражаете своим энтузиазмом и своей энергией людей других стран, других регионов, других республик, потому что это грандиозный проект, он получается, и он уже, можно сказать, состоялся, потому что уже прошло много времени, я уже, как говорится, не первый год наблюдаю, как вы растете, развиваетесь и потрясаете своими мощными результатами. Мне кажется, что вы действительно должны быть примером для всей, по крайней мере, страны. Я думаю, что и в мировом масштабе ваше дело очень значимо, поэтому я вот всем сердцем, всей душой, как говорится, за вас, вместе с вами, и дай Бог, как говорится, ему дальше развиваться уже в новых регионах и быть, как бы, действительно, возможно, культурным вот таким примером для всего мира. Да хватит уже мне этих разговоров, пожалуйста. А что это телефон-то? Так, хорошо, спасибо большое, Людмила Павловна, спасибо большое за поддержку. Людмила Павловна является членом научно-методического совета проекта «Музыка для всех». Она, можно сказать, почти единственный участник всех 3 конференций. И кроме этого, несколько раз у нас побывала с методической помощью. Вот, конечно, Людмила Павловна, мы вас приглашаем и на 4-й конгресс, надеемся, пожелаем вам здоровья, самое главное, и всего самого наилучшего. Спасибо большое вам. Сейчас слово предоставляется председателю жюри конкурса «Музыкальная семья ВИА» ансамбля инструменталистов, заведующей кафедрой истории и теории музыки Высшей школы музыки и заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия Зинаиде Григорьевне Павловой. Пожалуйста.
Спасибо. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники третьего республиканского конкурса «Музыкальная семья». Ну, вот, как сказала Ольга Михайловна, мы уже третий год проводим этот конкурс. К сожалению, вот из-за пандемии мы уже 2 года проводим с вами этот конкурс, так скажем, в режиме онлайн, да? Но, с одной стороны, безусловно, то, что мы проводим онлайн, это не очень хорошо, потому что все-таки мы не обмениваемся той энергетикой, которую вы передаете слушателям, да, и мы воспринимаем вас все-таки через экран, так скажем. Вот. Но, тем не менее, я хочу действительно от лица жюри поблагодарить всех участников, которые приняли участие вот в этом третьем республиканском конкурсе «Музыкальная семья». Но позже будут объявлены победители. Как уже говорила Ольга Михайловна, мы оценивали, конечно, по каким-то определенным критериям. Прежде всего, это музыкальность исполнения, это чистота интонирования, да, во всех смыслах, это, безусловно, культура поведения на сцене и так далее, и так далее. Поэтому вот мне бы хотелось, конечно, отметить такие вот моменты, как очень многие конкурсанты, они, в общем-то, сделали очень хорошие видео, то есть, в принципе, была какая-то такая закладка, значит, с названием, с титрами, так скажем, да, откуда, кто это такие, фамилия семьи и так далее. В общем-то, конечно, такие видео было очень приятно слушать и видеть. Ну, я думаю, что, в принципе, в дальнейшем я буду надеяться на то, что этот конкурс будет проводиться все-таки в очном формате, и мы будем как-то встречаться и будем, в общем-то, общаться через музыку именно с вами. Что еще хотелось бы отметить? Конечно, мы поделили всех конкурсантов уже начиная с первого конкурса, мы их делим как бы на 2 категории. То есть это как бы участники, где присутствуют профессионалы, то есть если это родитель, тоже преподаватель там музыкальной школы или какого-то другого музыкального учебного заведения, их дети, которые также занимаются музыкой. Мы их как бы относим так условно к профессионалам. И вторая категория – это участники, где в общем-то, допустим, родители, они не музыканты, они представители совершенно других профессий, а дети, может быть, они обучаются в музыкальной школе, играют на различных инструментах, или бывают семьи, где, в общем-то, просто любители музыки, и они по своему, так сказать, желанию, по своей инициативе пытаются каким-то образом музицировать, и очень было приятно смотреть на те семьи, где в общем-то, были представители нескольких поколений, не только мама, папа и, допустим, дети, да, но были еще бабушки, значит, родители, дети, внуки и так далее. Это говорит, конечно, о том, что, в общем-то, у нас в республике народ любит музицировать, да, вот есть, видимо, такая традиция семейного музицирования. Это, конечно, очень приятно. Хотелось бы, чтобы эта тенденция, она продолжалась. Хотелось бы также еще отметить, что, в общем-то, практически вот во всех коллективах есть хотя бы один человек, который действительно занимается музыкой, да, либо профессионально, либо в музыкальной школе. И таким образом, в общем-то, благодаря тем людям, которые занимаются музыкой, они все-таки вот несут, так скажем, вот эту нашу музыкальную культуру, так скажем, дальше в массы и так далее. А теперь еще что я хотела бы отметить. Я думаю, что многие коллективы, те, которые принимали участие в этом конкурсе, они могут принимать участие вот в дальнейших наших конкурсах. Вот у нас в декабре будет уже 21-й конкурс, республиканский конкурс «Новые имена Якутии». И, в общем-то, есть там у нас очень много номинаций, в том числе «Музыка для всех». Поэтому, кто желает, вот из тех участников, особенно тех, кто, в общем-то, видимо, получит какие-то сегодня призы, будут лауреатами, они могут, в общем-то, принять участие в этом республиканском конкурсе. Он у нас даже уже перерос из республиканского в межрегиональный, потому что в этом конкурсе у нас, кроме представителей Якутии, будут участвовать еще и представители других регионов России. Ну и, конечно же, я многих приглашаю также от имени жюри принять участие в втором международном конкурсе «Розовая чайка». Там тоже есть номинация «Музыка для всех»,
Причем в этой номинации, значит, могут выступать как солисты, исполнители, также и ансамбли, коллективы, различные составы инструментальных или вокально-инструментальных ансамблей и так далее. Поэтому я надеюсь, что эта встреча наша сегодняшняя, ну, прошедшее, так скажем, прослушивание ваших видео будет не последней. Ну, мы будем надеяться на то, что «Розовая чайка» пройдет в режиме реального времени. Спасибо за внимание. Спасибо, Зинаида Григорьевна. Ну, к нам подключилась вот из Мордовии, даже подключились. Ольга Федоровна тоже наш давний друг, и мы просто приветствуем его. Так, сейчас, дорогие друзья, ну, приступаем. Давайте, все уже заждались, наверное, кто у нас, какие занимают места. Значит, и мы, конечно, начинаем, скажем, начинаем с номинаций. Приняли очень много семей, которые не победили, но получили номинации. Вот у нас первая номинация называется «За музыкальное воссоздание эмблемы международных конгрессов проекта «Музыка для всех». Обратите внимание, пожалуйста, вот у нас с одной стороны скрипка, а с другой стороны хомус. И вот данную номинацию у нас получает видеосемья Бенчик. Наталья Владимировна и сын Владимир, Оленёвский музыкальный кластер. Но я хочу вам сказать, проект «Музыка для всех» не обходит детей-инвалидов, детей особенных, или которых считали, ставили диагнозы, считали не должны учиться, продолжать обучение и так далее. Благодаря музыке наши, скажем, участники проекта «Музыка для всех» достигают успехов. Пожалуйста. Бенчик Володя и Наталья Владимировна, мама. Спасибо большое. Сейчас номинация «За сохранение и пропаганду народной песни». Удостаивается семья Жижериных, Кристины Евгеньевне и дочери Вероники, Южный музыкальный кластер. Ой, да ты моя
Так, значит, дальше идем. Номинация «Будущие музыканты». Номинация «Будущие музыканты» получает семья Бец, Максим и Виталий. Так, следующая номинация «Поющая семья». Данную номинацию получает семья Базановых-Бортниковых. Песня «Полярная звезда». Максим Алексеевич, Елизавета и Владимир. Оленёкский музыкальный кластер. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, и нет числа. И нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх. Кружат ветра, кружат ветра, сотни лет, и день, и ночь прощается. Ну ладно, пусть это идет. Карусель, земля, Полярная звезда надо. сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя. Рев турбин самолета оторвет от земли, шутя. За бортом оставляй заботы, убивать нам нельзя, друзья. Впереди вечный понедельник, впереди вечная мерзлота. И теперь важных дел, пленник, начинай с чистого листа. Даль, даль, полярная звезда тебя поманит в синий и любимый край за мечтой. Знай, знай, свет ее тебя не обманет тех, кто выбрал трудный путь непростой. Снег, пурга и шквальный ветер, а тексинцам хандрить нельзя. Подрастают здесь наши дети, ждут всегда лучшие друзья. Не остыло бы сердце в работе, как остывает металл в мороз.
каждодневной снуем в заботе. Установка не вешать нос, даль, даль, полярная звезда тебя поманит зимний и любимый край за мечтой. Знай, знай, свет ее тебя не обманет тех, кто выбрал трудный путь непростой. Полярная звезда тебя поманит зимний и любимый край за мечтой. Знаю, свет ее тебя не обманет в Дикси, каждый обретет дом родной. Так, дальше идем. Номинации за оригинальную подачу видеоматериала. Награждается семья Максимовых. Эта семья Максимовых самая большая семья. У нас 7 участников. Александра Михайловна, Александр Федосеевич, Айсена, Алгыстана, Аина, Ирхан, Айлана. Заречный музыкальный кластер. Так, следующая номинация «Самый юный участник конкурса». Приз этот получает, вот вы сейчас только видели, Айлана Максимова, 4 года, которая так рьяно машет ручками и не хочет отставать от своей семьи. Этот приз достается Максимовой Айлане. Так, следующий приз. Приз «Надежда»
проекта «Музыка для всех». Но есть у нас дети, которых только-только начинают делать первые шаги. И мы, конечно, надеемся, чтобы Анечка Баркова потом станет музыкантом, любителем музыки. Пожалуйста. Хорошо, хорошо. Значит, дорогие друзья, вот на этом присуждение номинаций заканчивается. Номинатор у нас получает красивые книги, и мы потом обратитесь к нам, мы все это доставим вам. Большое спасибо. Желаем всех успехов. Приступаем к призовым местам. Значит, про призовые места, как Зинаида Григорьевна сказала, мы условно делим на профессионалы и любители. Начинаем с профессионалов. Третье место. Те, которые получили третье место, у нас получают приз 2000 рублей. Третье место – Алдана, Южный музыкальный кластер представили семью Крохмаль. Пожалуйста. Дарья Игоревна у нас работает оператором АЗС, она не профессиональный музыкант, и видимо, она училась, это сразу видно, и сын учится в Томодской детской музыкальной школе. Так, следующее. Третье место награждается семья Самсоновых, Вилюйский музыкальный кластер. Три. Так, спасибо. Мама Антонина Юрьевна занимается индивидуальный предприниматель, а дочь ученица детской школы искусств. Ну, мама, видимо, тоже училась. Так, следующая номинация. Третье место
Вот 3, сразу мы поставили 3 третьих места. Значит, семья Пшенниковых, центральный музыкальный кластер. Дмитрий Владиславович, Анастасия Игнатьевна, Елексей и Полина. Поздней ночью неверно, так соблазнительно светит луна. Я хотел для вас небесы достать, но как не быть, ведь ночью надо спать. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина, не боюсь я вообще ничего, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина, обжал меня одного. Так, ну, да, у них есть еще второе видео, очень красивая русская народная песня. Так, значит, следующее. Вторые места, кто у нас получили в номинации профессионалы. Так, второе место – семья Шамаевых, городской музыкальный кластер, Розалия Николаевна и Павел. Так. Спасибо. Второе место получает 3000 рублей у нас. Так, 2 вторых места. Второе место получает семья Тестяховых. Заречный музыкальный кластер «Текель». Розалия Николаевна и Павел. Так, ну, первое место, да, Айсей Николаевич, вы сразу даете, сейчас я даже не назвала их. Первое место
приз 10 тысяч рублей от Высшей школы музыки на получение музыкального инструмента в магазине «Мир», «Мир музыки». Это семья Тулаевых. Семья Тулаевых, мы в проекте «Музыка для всех» с самого начала, и она, девочка, даже вот Полина, у нас была размещена на обложке нашего журнала «Музыка для всех», потому что она стала лучшим учеником проекта «Музыка для всех» 4-го года реализации. Пожалуйста. Мама, видимо, включает. Сейчас подойдет. Вот Полина сидит. Ой. Так, интернет, да?
большое, Ирина Александровна. Полина, мы надеемся, что Полина потом выберет профессию музыканта и будет реализовать проект «Музыка для всех» не только в нашей республике, но и по всей России. Спасибо большое. Значит, сертификат о награждении «Мир музыки» вы получите у нас. Так, позвоните. Следующая номинация «Любители». Ну, номинация «Любители». 3 место – семья Алексеевых. Центральный музыкальный кластер. Ольга Владимировна и Уйгулана. Так, ну, аплодируем. Вы там аплодируете у себя, да, дорогие друзья? Конечно, спасибо. Ура! Спасибо. Ага. Вот, хорошо. Да. Хорошо, сейчас послушаем их. Так, спасибо. Наши первые две строчки. Пожалуйста, Арсений Николаевич, отключите звук у всех. А Да, то вот сами мешаете так играть. что-нибудь выучили. Да, не играли. А у него-то там текст, ты что смеешься? У него Арсений Николаевич, отключите у всех этот. Звук. Хорошо. Спасибо. Потому что мешаете, дорогие друзья. Так, 3 место среди любителей у нас 2 3 места. Получает, значит, 2000 вы получаете, тоже позвоните нам. Так, 3 место семья Хлопковых, Заречный музыкальный кластер. Так, они награждаются ионикой. Николай Николаевич, Ольга Степановна, Олеся Чемчуна, красивое имя и Чемелина, Заречный кластер, они получат ионику детскую. Так, пожалуйста. Thank you.
Спасибо большое. Ну, а Хлопков Николай Николаевич работает охранником. Вот я хочу сказать, на нашем конкурсе роль и значение отца семьи очень большое. Потому что когда отец не поддерживает, не может быть радости в семье. Если есть радость в семье, тогда только вот музыка у нас развивается. Большое спасибо нашему участнику Николаю Николаевичу. Наверное, нашел время, потому что сейчас для репетиции-то времени нету. Спасибо всем. Так, у нас 2 третьих места. Теперь объявляем 2 место среди любителей. Только одно мы этот жюри назначили. Семья Лобашовых, Вилюйский музыкальный кластер. 3 человека. Так, Валентина Михайловна и Андрей Альбертович Дима. Поздравляем вас. Все мы очень рады. Эдварда Грига вы прослушали в пещере горного короля. Видимо, руководителем у них является сын, 4 класс. Он учится в 3 классе ДШИ по общеразвивающей программе. Папа Андрей Альбертович, начальник Вилюйского ЖКХ. Мы тоже благодарим, что нашел время. А мама Валентина Михайловна, экономист филиала АО РИК «Автодор». Вот такие у нас это. Заняли 2 место. Ну, а сейчас, дорогие друзья, участники, 1 место вы, наверное, ждете. Кто же занял? Который получает приз 10 000 рублей от Высшей школы музыки на приобретение музыкального инструмента. Это значит семья Обутовых, Кобяйский улус, центральный музыкальный кластер. Синтезатора не получает. Так, Обутова Маргарита Ивановна, Ольга Ивановна и Валентина. Поздравим их, пожалуйста. Onno
Спасибо, спасибо. Так, дорогие друзья, мы почти подходим к самому главному призу. Гран-при республиканского конкурса «Музыкальная семья ВИА» и ансамбле инструменталистов 2021 года. Ими становится семья Николая Мирославовича и Прасковьи Васильевны Семеновых, село Мая, Заречный Улус. Поздравим, давайте их. Так. Заречный, они получают от имени Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия 15 тысяч. Могут музыкальный инструмент приобрести или на свое усмотрение. Нету.
Поздравим, давайте, друзья. Гран-при конкурса «Семья». Спасибо. Ну, дорогие друзья, вы увидели сегодня, к нам в чате написали, поделились своими мнениями из Мордовии Ольга Федоровна, с Владивостока нам подключились в это время, поэтому мы затронули не только Республика Саха-Якутия, но это регионы России. Я благодарю вас всех. Вы видели, какие простые музыкальные инструменты, как можно использовать для семейного ансамбля. Но просто так выйти и выступить это никогда невозможно. Это нужна репетиция, это большая духовная работа нужна. И желание быть в центре внимания. Дети как? Когда в первый класс заходишь и спрашиваешь, кто хочет научиться играть на фортепиано, все 100% поднимают руки. Понимаете? Поэтому дети всегда, вот первый, кто вас поздравил, семья Раджана и Михаила Погадаевых, у них дочка, вот дети прямо крутятся вокруг них. Поэтому это всегда возможно, дорогие друзья. Если наши семьи будут поддерживать проект «Музыка для всех», это, как сказал Михаил Казенник, воспитание музыка – это не воспитание музыканта, а воспитание конкурентоспособного духовного человека. Приближается очень незнакомая нам эра, можно сказать. Но благодаря музыке, мягким навыкам музыки, рисованию, шахматам, я думаю, мы будем идти наравне со всем, ну, скажем, прогрессивным мы людьми всего мира. Я желаю вам всего самого лучшего. Это что у нас вышло? Бенчик Людмила тут выходит. Айсен. А? Так? По времени час. Ага, час. Ну, мы этот заканчиваем. Поэтому, если из участников кто-то хочет выступить, пожалуйста. Замечательно. Интересно. Все очень интересно, замечательно и поучительно, Ольга Михайловна. Поучительно для многих других регионов. Спасибо большое вам. Вы всегда нас хвалите, всегда оцениваете. Может быть, мы этого не стоим, но с охотой верим, как говорится. Спасибо большое. И мы прочитаем потом в чате, что у нас написано и так далее. Всего вам доброго. Желаем успехов в этой жизни, в трудной ситуации. Но самое главное – не болеть и быть духовными. Спасибо. На этом заканчиваем.